70-летняя бишкекчанка живет уже 2 года одна и только на одну пенсию. Ее сын Бекназар уже 2-й год сидит в СИЗО. Его обвинили в убийстве. Как и любая мать, она ничего плохого не замечала за сыном. Нормально трудился, приносил деньги домой. Все было как и в обычной счастливой семье. В один из осенних дней случилась беда. Женщина узнает, что ее сына задержали по подозрению в убийстве. Анан эки кызым өздөрүнүн балдар чакасы менен өзүнүн үй бүлөсү менен башка турмушта ошол балам мени бакчу. Мен өзүм 75-ке чыктым, мына азыр аябай жалгыз кыйналып атам. Тамак аштан, башкалардан баарынан ошол уулума ишенип ошол жашачу элем. Карап мени бакчу. Азыр болсо аябай ден соолугум да начарлады. Балам отургузуп койду бегине эле. Ушундай кыйналып да жашап атам азыр. Анан балам эмнеге отургузуп коюшту билбейм, жалган жала кылып эле. Эч кандай күбө деле келген жок, ошол жанагы өлтүрдү деп жала койгондордун сөзү менен эле бесип салды. 2 ноября 2022 года Бекназар встретился со своими приятелями, когда те распивали спиртные напитки. Компания позже направилась в баню, а хозяин остался дома. Вечером выяснилось, что хозяина дома избили неизвестные. Тогда Бекназар несколько раз вызывал скорую помощь, но врачи первой скорой помощи отказались оказывать медицинскую помощь мужчине. Бекназар вызвал скорую помощь во 2-й и в 3-й раз. И только после этого врачи приехали, но было уже поздно, мужчина погиб. 2-й раз вызывать нету, потом через 15 минут еще раз звонит, 3 раза. После этого где-то 12 часов 40 минут или 42 минуты подъезжает скорая медицинская помощь. Там Мукаева с водителем приезжает, врач скорой помощи Мукаева. Она видит состояние дома, о том, что там все бомжи, все воняет, алкоголики там. Видит этого, так посмотрела, живой, спрашивает, он отвечает о чем-то. Но факт, что они пьяные, Карымшаков начинает веселить тоже им, орать, кричать, то делает, это делает, и им командует. Она как бы испугалась и вышла. Не оказывала абсолютно никакой помощи. Даже артериальное давление не проверила. После этого там Мукаева уговаривает ее водитель, ну его забыл, фамилия данные. Водитель, он пожилого возраста, мужчина, он предлагает ей, если там алкоголики, зачем, давай поехали, сообщим милиции. Вот так и уехали. Услышав это слово о том, что милицию надо вызывать, Карымшаков начинает возмущаться. Почему милиция? Зачем милиция? Надо медицина, помощь надо. Милиция чем поможет этому человеку? Сотрудники Ленинского РОВД возбудили уголовное дело только по показанию одного человека, собутыльника погибшего, Аджибека Малабекова, человека без определенного места жительства. Он, по словам стороны защиты, указал на Бекназара Карымшакова, мол, он избил потерпевшего. Сам Бекназар, по его словам, никого не избивал. Об этом он говорил и на допросе. Кстати, допрос проводился с особой жестокостью. Вот что пишет сам задержанный в письме обращения на имя президента и главы ГКНБ. По его словам, милиционеры его избивали, пытаясь заполучить признательные показания. Пытали и единственного свидетеля Аджибека Малабекова. Все остальные ничего не знали и не помнили. По словам стороны защиты, от бомжей они ничего внятного не услышали и сделали виноватым Бекназара Карымшакова. Мени башыма, бетиме, өпкөмө, кабыргаларыма, бүйрөккө аял созуруп тебип башташты. Жөн айтпасаң башыңа пакет кийгизип, өлгүчө тепкилейбиз. Бул жактан өлүгүң чыгат дешти. Токтобой көпкө чейин уруп тепкилеп жатышты. Ошол мезгилде Малабеков Аджибек коридорду өзү менен кошо турган. Когда доставляют их в РОВД, они предлагают, скажи, кто избил, кого избил. Ну, каждому отдельно, они отдельно сидят. И Карымшакову сотрудники уголовно-розыска кассы предложили, давай скажи, что видел, вот что они били. Что Даниси тот Аджибек. Карымшаков говорит, я не видел, кто избил. Я просто, он уточняет, что я увидев, потому что ему нужен медицинская помощь, я начал вызывать скорую. 3 раза звонил со своего номера телефона. Это установлено в суде. Мы даже получили из скорой медицинской помощи его голос, который вызывал, да, во сколько вызывал, кто принял, кого отправили и так далее, другие, да. 3 раза он звонил скорой. Но потом тогда уже сотрудники не смогли добиться от Карымшакова ничего. Потом с теми уже начал работать Карымшаков, то есть Аджибек и Данисом.
Они шугливые, алкоголики обычные. Их потом, они тоже говорят вначале вот. Они если в 2-3 часа ночи доставили, ну, до утра сидит они, до утра они уговаривают, пугают туда-сюда. Потом в конце вот 3 ноября 2022 году почти добились они. Получить показания, то есть согласиться Аджибек давать показания взамен на свободу, что якобы Карымшаков его избил. Они видят, что Карымшаков более крепкий. К слову, Бекназар ранее судим за убийство и кражу, но настоящего убийцы милиционеры Суклукского РОВД нашли, тогда мужчину оправдали. После этого случая парень уже потерял доверие милиции и, возможно, после задержания в новостройке показал эмоционально свое недоверие, считает адвокат задержанного. После чего милиционеры решили его проучить, подговорив собутыльников потерпевшего. Карымшаков подошел, начал скорую вызывать. Тот отказывался от оказания, от получения скорой медицинской помощи. Альчиев отказывался, он был живой, да? Все вот это алкоголики, сопутельники этого Альчиева, они тоже утверждают, что живой. Врач Мукаева приехала, он еще живой. А потом уже, последующую, 2-й, 3-й скорую, когда подъехал, уже наступила смерть, да? Но все равно предъявили убийство, умышленное убийство. Ну, как? Если даже вот так разобраться, да, смерть наступила. Там статья 130. Нанесение тяжких телесных повреждений. Смерть поступает от полученных телесных повреждений. То есть там длится на некоторое время. Плюс к тому, Карымшаков указывает, что он худой, говорят, был. Ну, живот у него такой. То есть у него примерно болел печень. Ну, видимо, разлагался. Вот о том, что печень болел, по этому поводу врачи даже не осматривали. Смерть от чего наступила, тоже никто не знает. Сейчас сторона обвиняемого не намерена сдаваться. На суде будут доказывать невиновность мужчины. Садыржып барыптан суранайын, Ташиевтан суранайын, жогорку прокурордон суранайын деген баламдын акыйкатчылыгын таап чыгарып берсе жакшы болот элем кичине. Азыр аябай кыйналып атам мен, балам ал жакта кыйналып, мен талаада кыйналып атам. 2 кызым бар, өздөрүнүн бала чакасы, семьясы менен. Эми аларда да үйүндө да постоянно жашай албайт экенсиң. Бир күн келип эс алып, кирпириңди жудуруп алып, кайра кетип калат экенсиң. Балам чыгарып берсе, үйлөп кичине адамча жашасак деген. Бул андай күнөөгө барбайт болчу. Жөн эле ушул шылтоолоп, териштирбей эле апарып эле биринчи сотунда эле кесип койду.